Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня, 15 мая, Международный день семьи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 1993 года. Это всенародный праздник, который отмечают во многих семьях. Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить семейные ценности. Гостья в нашей студии сегодня Наталья Степанова, заместитель главы города Якутска. Наталья Романовна, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Вот с какими проблемами в основном сталкиваются современные молодые семьи города Якутска? Ну, самый первый вопрос – это, скорее всего, вопрос приобретения жилья, да? Если раньше когда мы были молодые, об этом вообще и не задумывались, когда и дети у нас появлялись, мы были уверены, что у нас будет жилье, куда мы пойдем работать, и оттуда будет предоставлены какие-то определенные квадратные метры. Так и было, когда я была молодая. А сейчас, когда молодым семьям приходится приобретать жилье, вступать в ипотеку, и довольно-таки долгое время промежуток, и нужно рассчитывать и свои доходы, заработную плату и так далее, и стабильная она должна быть в течение определенного времени, то тут в основном эти вопросы. Ну и, к сожалению, на территории городского округа города Якутска еще второй вопрос – это устройство детей в дошкольные образовательные учреждения. Это тоже довольно-таки серьезный вопрос, потому что мы знаем, на территории Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указал, что дети от 0 до 8 лет должны быть обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. Но, к сожалению, в силу определенных, скажем, причин, обстоятельств, в городе Якутске мы не можем всех от 0 до 8 обеспечить местами в дошкольных образовательных организациях, потому что надо понимать, что у нас большая миграция внутренняя сулусов республики. Это и понятно как раз последние годы в связи с большими строительными компаниями у нас в городе. Приток населения сулусов нашей республики большой, в том числе большое количество молодых семей приобретает жилье по ипотеке. Вот известно, что до 31 мая продолжается прием заявлений на постановку граждан на учет в качестве участников мероприятия обеспечения жильем молодых семей республиканской госпрограммы обеспечения качественным жильем. Вот сколько молодых семей получили финансовую поддержку в рамках этой программы в последние годы? Если говорить о 2022 году, то всего 29 молодых семей получили сертификаты на жилье. Молодые семьи до 35 лет, то есть до 36 лет надо говорить, 35 лет еще до наступления 36 лет идет же, да, продолжается. И оно зависит от того, что супругам не должно быть больше 35 лет. Обоим супругам? Да, обоим супругам учитывается, если это супружеская пара. Далее, если семья имеет одного или более детей, то от этого зависит процентное соотношение субсидий. То есть, если семья бездетная, то 30%, а если у семьи есть один и более детей, то 35%. Так, и количество, скажем, предоставляемого жилья, так скажем, зависит от стоимости квадратных метров. Для сравнения, если в 2022 году это было 92,7 тысяч стоимость одного квадратного метра, то в этом году стоимость квадратного метра определена на уровне 127,5 тысяч. Поэтому уровень софинансирования трехступенчатое. Это местный бюджет, региональный бюджет республиканский и федеральный бюджет. Поэтому, к сожалению, в этом году, скорее всего, мы предоставим не 25 уже в количественном соотношении, а, возможно, меньше. Естественно, учитывая от роста стоимости. Оно зависит еще от состава семьи в соответствии с нормативами предоставления квадратных метров. В первую очередь, конечно же, имеется в виду многодетные семьи. Вот сколько на текущий момент многодетных семей проживает в Якутске?
В Якутске у нас более 12 тысяч многодетных семей, но не все они являются молодыми, да, в которых воспитывается более 50 тысяч несовершеннолетних детей. Это тоже большая армия. Мы же выполняем и перевыполняем демографию на территории Дальнего Востока. Наша республика впереди всех. Поэтому этому мы радуемся, но на сегодняшний день пока еще не достигли же в республике миллионного жителя. Но к этому мы стремимся. Вот расскажите о социальной поддержке со стороны окружной администрации города Якутска семей, имеющих 3 и более детей, вот, а также и семей, принявших приемных детей. Но мы все знаем, что у нас существует республиканский порядок предоставления льгот для многодетных семей, имеющих 3 и более детей, малообеспеченных. Но со стороны окружной администрации мы вводим и свои льготные, скажем, механизмы. Это как то проезд на общественном транспорте. Дети, обучающиеся из многодетных семей, у нас пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Помимо этого мы предоставляем льготное питание с 5 по 11 класс детям из семей малообеспеченных многодетных. На сегодняшний день, если в прошлом году стоимость льготного питания составляла 54 рубля, то с этой осени мы достигли уровня 80 рублей. А все обучающиеся с 1 по 4 класс, это уже по указу Владимира Владимировича Путина обеспечивается бесплатным питанием. Все обучающиеся начальных классов. С какими вопросами, вот, просьбами, может быть, да, обычно обращаются многодетные семьи в администрацию столицы? Ну, в основном, если это брать категорию уже старше 35 лет, это улучшение жилищных условий. Ну, мы, когда, ну, скажем, планируем детей, мы рассчитываем, что в связи с появлением определенного количества детей у нас улучшатся и жилищные условия. Да? Ну, допустим, у нас семья, не у нас, а образно выражаясь, семья из 3 человек, но через некоторое время количество детей увеличивается, квадратные метры при этом остались на уровне 24. Но вот этот момент тоже на уровне и региона, и окружной администрации решается, ну, и в виде предусмотрения субсидий, ну и в виде предоставления земельных участков. Ну, вы знаете, что в конце 2022 года предоставление земельного участка можно заменить субсидией в размере 200 тысяч. Это тоже новый механизм. А вот как продвигается выделение земельных участков многодетным семьям вот, на территории города Якутска? Сколько семей на текущий момент воспользовались такой льготой, да? Ну и скольким семьям предстоит выделить еще земельный участок? Но, к сожалению, последние годы из-за отсутствия земельных участков мы небольшое количество земельных участков предоставляем. Но семья может найти сам земельный участок, допустим, бесхозный какой-то земельный участок, да, подойти в агентство земельных отношений, оформить определенные документы, привязки земельных участков и так далее. И тогда он может оформить уже как свою собственность. На сегодняшний день у нас вообще в очереди на получение земельных участков состоит 8100 семей многодетных. Но, наверное, все наше население прекрасно знает об этом. Евгений Николаевич всегда говорит и на встречах, и на отчетах окружной администрации по итогам года, что мы в течение нескольких лет добивались, чтобы земли федерального назначения были переданы в муниципалитет. Эти земли, они на сегодняшний день как бы оформлены. Это по Вилюйскому тракту и по Маганскому тракту, но, к сожалению, это лесной массив. Ну, чтобы все коммуникации провести, выкорчевание, допустим, вот лесного массива и так далее, на это тоже потребуется время. Но очень надеемся, что в последнее время мы же развиваемся быстрыми темпами, и все-таки через некоторое время наши многодетные семьи получат свои заветные земельные участки. Ну, очередь очень большая, более 8 тысяч семей. А вот как часто
как бы, так сказать, люди в этой очереди все-таки выбирают субсидию вместо земельного участка? На сегодняшний день субсидию заявление мы стали собирать с конца декабря месяца. Где-то порядка 600 заявлений к нам поступило. Более 200 мы уже положительно рассмотрели. Поэтому потребность в субсидии тоже имеется. Мгм. Ну, известно, что городская администрация проводит большую работу в поддержку семей военнослужащих, участников специальной военной операции. Вот расскажите об этом, какую работу ведет администрация. Действительно, сразу с первых дней мобилизации главой Евгением Николаевичем было нам дано поручение ввести какие-то льготные мероприятия. Сразу с октября месяца тоже все знают, у нас в городе Якутске работает Центр поддержки семей мобилизованных, практически без выходных работает. На сегодняшний день на территории городского округа город Якутск более 1500 семей, зарегистрированных семей и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев, и Росгвардии. И если семья и военнослужащие зарегистрированы у нас в городе Якутске, то они получают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, дети освобождены дошкольного возраста от родительской оплаты. Далее обеспечивается бесплатное горячее питание для всех детей военнослужащих СВО. Далее сразу с первых же дней мы формировали продуктовые наборы, овощные наборы, тоже всем семьям доставлены. В Новый год все детишки получили от окружной администрации, собственно, от мэра города Якутска, новогодние подарки и сладкие подарки в том числе. К 8 марта мы всем нашим мамочкам и всем нашим матерям военнослужащих тоже сладкие подарки от головы подготовили. К 9 мая тоже всем семьям были предоставлены продуктовые наборы. Помимо этого, все наши управы, а их у нас 15, тоже каждый день в режиме каждого часа они находятся в тесном контакте со всеми семьями. Мы им помогаем вплоть до вытравления тараканов, если как такое есть, да, и такое имеет место быть, до починки крана, ну, всей коммуникации, если есть. Ну, в этом году все мы знаем, что у нас в городе Якутске очень много было осадков в виде снега, практически 5-месячный объем осадков было с конца марта по апрель месяц. И в этом направлении управы, конечно, большую работу проделали. И тут же у нас вовлекаются и наша молодежь, это волонтеры Победы и наши волонтеры в том числе. Ну что ж, Наталья Романовна, еще раз с праздником вас. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы во благо семей, особенно многодетных нашего города. Спасибо. Всем удачи, добра, благополучия. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.